тогда это перенеслось. Сейчас тоже вот сказать, что мы готовы отчитаться за сезон, это неправда, потому как в первую очередь надо отметить, что те компании, с кем мы работаем, с кем работает наша страна, кто занимается турпотоком в Абхазию, они говорят о том, что будут готовить данные, но в том числе к концу октября, полные данные за, вот, скажем так, летний конкретно сезон. Но в том числе надо отметить, что, как бы это может показаться для кого-то странным, но сезон не заканчивается, он продолжается. И хочу вам сказать, что осень у нас, по их данным, достаточно интересная, хорошая. У нас есть и по сей день гости, и бронирования продолжаются. Ожидаем с их слов, опять же, опираясь на их слова, статистику, хорошие показатели по новогодним праздникам. И глубокая осень будет у нас, в принципе, достаточное количество туристов в Абхазии. Знаете, что руководство страны ставит амбициозные задачи вместе с российскими партнерами. Звучит цифра достаточно оптимистичная. Я считаю, что она реальна, если мы хорошо отработаем. Тут, конечно, много разных факторов, но все же 2030 год стоит планка 5 миллионов туристов, чтобы Абхазия могла принимать. Это, конечно, не говорит о том, что это только летний сезон, 5 миллионов туристов в год. Для того, чтобы достичь этой планки, безусловно, нужно много и усердно трудиться. И в разных направлениях, в разных секторах абхазской экономики, не только в туризме. В том числе, конечно, большим подспорьем сейчас в этом году мы уже ощутили на себе это открытие воздушной гавани нашего международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Есть показатели на 1 октября, это более 118 тысяч пассажиров уже прилетело благодаря аэропорту. Вы знаете, что каждый день открываются новые направления. Вот сейчас отрабатывается новое направление, это Кабардино-Балкария, город Нальчик. Будем надеяться, что в следующем году у нас полетят и из города Нальчик тоже туристы в Абхазию.